Первое десятилетие нового столетия значительную часть облика столицы Якутии занимали деревянные дома. Затопленные дворы, отсутствие благоустройств и в целом обшарпанный вид – вещи, которыми сложно было удивить жителей Якутска. Некоторые из этих домов уже к 2013 году были признаны аварийными. Но в плачевном состоянии находилось абсолютное большинство из них, что в целом создавало довольно прискорбную картину. С того момента в Якутске запустили масштабнейшую программу по переселению граждан из ветхого и аварийного жилья. Причем таковым признавали дома не только на окраинах, но даже в пределах центральных районов города. В рамках реализации республиканской адресной программы на 2013-2017 годы площадь расселяемых квартир составила около 72 тысяч квадратных метров, а количество переселяемых около 6,5 тысяч человек. Программа предусматривала расселение и снос аварийного жилищного фонда в количестве 226 жилых домов. Сегодня действует еще республиканская адресная программа, рассчитанная на 2019-2025 годы. В нее включены 162 аварийных многоквартирных дома, 64 из них уже снесены. Площадь расселяемых домов около 58 тысяч квадратных метров, а количество переселяемых человек более 4 тысяч. Мероприятие по переселению граждан в рамках этой программы планируется вовсе закончить досрочно, а именно до конца уже этого года. До 2030 года в Якутске планируют расселить 161 многоквартирный дом. Это более 327 тысяч квадратных метров нового комфортного жилья. Ключевое направление в развитии экономики города Якутска является строительная отрасль. Это десятки тысяч людей, которые работают, и в реализации мастер-плана мы видим, что строительная отрасль должна еще больше развиться, в том числе за счет реализации крупных масштабных проектов по комплексному развитию территории. Сегодня на территории города реализуется 8 договоров развития застроенных территорий, 2 договора комплексного развития территорий. Планируется еще 10 договоров комплексного развития территорий, что позволит нам достичь главной нашей задачи – это полностью ликвидировать ветхое аварийное жилье к 2032 году. Сегодня столица региона – самый быстро растущий город на Дальнем Востоке. Его население уже составляет порядка 380 тысяч человек. Строительство новых домов является важнейшим направлением развития Якутска. Здесь строится больше половины всех жилых домов в республике. Это около 55%. Однако важно не только обеспечить людей жильем, но и предусмотреть необходимую инфраструктуру. С этой целью Якутск стал переходить от точечной к квартальной застройке. Первой ласточкой стал 203-й микрорайон. Сегодня это не просто отдельный квартал, это район, оснащенный необходимой инфраструктурой, детскими садами, школами, библиотеками, общественными пространствами, а также многим другим. Все, что нужно для комфортной жизни. Первый блин не вышел комом, а потому было принято решение масштабировать этот опыт. По этому же пути пошли при строительстве микрорайона Прометей. Если в начале, после ввода нового квартала, были жалобы на его относительную удаленность, то сегодня он стал ярким примером современного городского пространства, который по достоинству оценили его жители. Сегодня этот опыт не только не канул в небытие, но и активно развивается. Так, в южной части столицы региона быстрыми темпами растет микрорайон Звездный. С прошлого года здесь уже началось переселение граждан. В одном секторе уже введены 7 многоквартирных домов на 27 тысяч квадратных метров жилья. А в другом ведется строительство 10 объектов на 59 тысяч квадратных метров. Из них 7 будут введены до конца этого года. Их площадь составит 45 тысяч квадратных метров. Из этого объема 573 жилых помещения общей площадью около 22 тысяч квадратных метров приобретены для переселения жителей из аварийных домов. Новый микрорайон станет одним из самых современных и благоустроенных в городе, с новой школой, детсадами, спортивными объектами, а также удобной транспортной схемой. Первоначально не хотела сюда ехать. Мне почему-то не нравился район отдаленности до ИСКа, да? Представляла совсем другое здесь. Район другой. А когда мы переехали, мне понравилось. Во-первых, тишина, спокойствие, да? Машины нету, как бы отдаленности. И воздух другой, совсем чистый воздух. Вот. И район спокойный все-таки, чем у нас в Сайсарах. Естественно, мы жили там на почвенном Сайсарах в болоте. Не было площадки.
Всегда было, ну, естественно, лужи, грязь, все это. Дети, мы ездили гулять с детьми в центр города, чтобы погулять. А здесь они вот выходят, гуляют на площадке и вообще как бы по территории. Потому что сухо, чисто и, ну, как бы вот озеленение. Механизм комплексного развития территорий стал очень эффективным инструментом для улучшения жилищных условий горожан. На сегодняшний день самый крупный и значимый проект – это микрорайон Спортивный. Его старт был дан в этом году и будет построен на месте существующих 2, 4 и 17 кварталов Якутска. Сейчас на территории преснопамятного 17-го квартала располагаются 161 дом, 155 из которых признаны аварийными. Общая площадь расселения под жилищное строительство составляет 90 тысяч квадратных метров. Здесь будут располагаться 50 многоквартирных жилых домов высотой от 6 до 12 этажей, детский сад на 240 мест с дополнительными группами, 2 школы вместимостью 550 мест каждая, а также многофункциональный спортивный зал. Особое внимание комплексной застройке территорий уделено в мастер-плане Якутска, важнейшем документе, который определяет развитие города на ближайшие десятилетия. Но история с мастер-планами – это долгосрочное системное развитие дальше, да, относительно того, что достигнуто уже к текущему моменту. Смотрели все предложения, на самом деле это уже не первое совещание, да, и Юрий Петрович Трутнев проводил, и Миндаль Востока постоянно этим вопросом занимается. Поэтому шаг за шагом мы готовимся к тому, чтобы главой республики было представлено на суд президенту все эти предложения, да, скоро уже произойдет, уже в высокой степени готовности находится материал по мастер-плану. Ну, идет важный этап доработки, согласования с различными ведомствами, определения точных параметров. За последние 5 лет в Якутске уже построено и введено более 1,5 миллиона квадратных метров жилья. Реализация мастер-плана усовершенствует систематическое наполнение города, а также позволит еще больше ускорить набранные темпы строительства. Так, в следующие 10 лет планируется ввести уже более 3 миллионов квадратных метров жилья. Несмотря на разницу подходов, цель одна – полная ликвидация аварийного жилья и, как следствие, обеспечение комфорта всех жителей Якутска.